Deutsch A2, B1. Будущее время в немецком языке. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку. Все фразы соответствуют программе уровня А2-Б1 и пригодятся вам для сдачи экзамена. Как образуется футурум? Футурум – это сложное время, поэтому оно образуется с помощью двух глаголов. Значит, вспомогательный глагол werden в настоящем времени presens и плюс инфинитив основного глагола. Что это значит? Рассмотрим это на примере. Ich werde im Sommer in der Sonne liegen. То есть я буду летом загорать. Что мы видим в этом предложении? То есть вспомогательный глагол werden в настоящем времени. Он занимает вторую позицию в предложении. Дальше идут остальные члены предложения. И на последнем месте основной глагол в форме инфинитив. При образовании этого времени, при образовании футурум, нужно помнить о том, что изменяться будет только этот глагол. То есть нам нужно помнить спряжение глагола werden, то есть как этот глагол изменяется по лицам. И давайте посмотрим табличку. Итак, ich werde schreiben. Я буду писать. Du wirst schreiben. Ты будешь писать. Sie, es wird schreiben. Он, она, оно будет писать. Wir werden schreiben. Мы будем писать. Ihr werdet schreiben. Вы будете писать. Sie werden schreiben. Они будут писать. И вежливая форма Sie werden schreiben. Вы будете писать. Итак, для образования будущего времени футурум нужно знать спряжение глагола werden в настоящем времени presens. Итак, посмотрим вот на такую схемочку, которая показывает наше предложение в форме будущего времени. Итак, на первом месте у нас подлежащее, на второй позиции идет глагол werden в настоящем времени. Дальше у нас вместо пропусков у нас идут остальные члены предложения. И на последнем месте глагол в форме инфинитив. Смысловой глагол, основной, как его называют. И пример. Ich werde im Sommer in der Sonne liegen. Мы видим на первой позиции подлежащее. На второй позиции глагол werden в настоящем времени. Дальше вместо пропусков у нас идут остальные члены предложения. И на последнем глагол в форме инфинитив. Вот такую структуру запомните. И посмотрим, какой может быть порядок слов в предложении, если мы используем будущее время футурум. Итак, смотрим на первое предложение. Wir werden ins Gebirge fahren. Это предложение у нас с прямым порядком слов. То есть на первом месте идет подлежащее, дальше спрягаемая часть сказуемого, остальные члены предложения и глагол fahren в форме инфинитив. То есть мы поедем в горы. Wir werden ins Gebirge fahren. Стоит отметить, что иногда глагол werden может на русский язык не переводиться. То есть мы поедем, не будем ехать в горы. То есть мы так по-русски не можем сказать, а мы поедем в горы. Wir werden ins Gebirge fahren. Посмотрите на структуру второго предложения. Это предложение у нас вопросительное, но без вопросительного слова. У нас есть правило. Если у нас вопросительное предложение без вопросительного слова, то на первое место выносится глагол. В данном случае на первом месте будет стоять спрягаемая часть глагола, глагол werden, в том лице и числе, которое нам необходимо. Итак, у нас второе лицо, и глагол имеет форму wirst. Wirst du Spanisch lernen? Ты будешь учить испанский.
Willst du Spanisch lernen? Следующее предложение. Предложение с обратным порядком слов. То есть наше подлежащее встало сразу за глаголом, а на первом месте расположился дополнительный член предложения. То есть что получается? Am Meer werde ich meinen Urlaub verbringen. На море я буду проводить свой отпуск. То есть если у нас обратный порядок слов, то подлежащее всегда идет за глаголом. На первом месте какой-то член предложения. И последнее предложение. Мы видим, что это у нас вопросительное предложение, но с вопросительным словом. Как обычно, вопросительное слово стоит на первом месте. Дальше идет спрягаемая часть глагола, занимает вторую позицию. Дальше идет подлежащее, остальные члены предложения и глагол в форме инфинитив, смысловой глагол или основной глагол, как его называют при образовании футурум. Каков будет порядок слов с возвратными глаголами, мы рассмотрим чуть ниже. А пока мы посмотрим вот на такие примеры и попробуем распрягать следующие глаголы в форме футурум. Хочу обратить ваше внимание на то, что немножко я упустила тот момент, что сегодня мы будущее время футурум eins изучаем, потому что в немецком языке есть еще футурум zwei, сложное настоящее время, но которое очень редко используется в немецком языке. Но для справки вы должны знать, что вот это будущее время, которое мы сегодня с вами рассматриваем, называется футурум eins. И нам дают задание: образуйте будущее время футурум eins и распрягайте следующие глаголы. Что это значит? У нас глагол schreiben, писать. И мы будем говорить ich werde schreiben, то есть я буду писать. Du wirst schreiben, ты будешь писать. Sie, es wird schreiben, он, она, оно будет писать. Wir werden schreiben, мы будем писать. Ihr werdet schreiben, вы будете писать. Sie werden schreiben, они будут писать. И вежливая форма Sie с большой буквы. То же самое Sie werden schreiben, вы будете писать. Например, вы, Наталья Петровна, будете писать. И вы уже самостоятельно попробуйте таким образом распрягать следующие глаголы. Lachen – смеяться, мы помним. Lesen – читать. Lernen – учить или учиться. Rechnen – решать. И переходим к тренировке. Я поговорю с ним. То есть я буду говорить. Ich werde mit ihm sprechen. Ich werde mit ihm sprechen. Мы этого не забудем. Wir werden das nicht vergessen. Wir werden das nicht vergessen. Вы пойдете в кино. Ihr werdet ins Kino gehen. Ihr werdet ins Kino gehen. Он не пропустит занятия, то есть или он не будет пропускать занятия. Wird den Unterricht nicht versäumen. Wird den Unterricht nicht versäumen.
Я возьму твою дорожную сумку. Ich werde deine Reisetasche nehmen. Ich werde deine Reisetasche nehmen. Ich werde deine Reisetasche nehmen. Ты напишешь мне или ты будешь мне писать? Wirst du mir schreiben? Wirst du mir schreiben? То есть, когда у нас в предложении нет вопросительного слова, то вопрос у нас начинается с глагола, в данном случае со спрягаемой части. Wirst du mir schreiben? Ты будешь мне писать? Она заберет меня с вокзала. Sie wird mich vom Bahnhof abholen. Sie wird mich vom Bahnhof abholen. Sie wird mich vom Bahnhof abholen. Я позвоню тебе. Ich werde dich anrufen. Ich werde dich anrufen. Ich werde dich anrufen. Вы будете прибираться в квартире на выходных. Sie werden am Wochenende die Wohnung aufräumen. Sie werden am Wochenende die Wohnung aufräumen. Здесь у нас вежливая форма. Как будто нам дают указания, когда нам нужно прибраться в квартире. Sie werden am Wochenende die Wohnung aufräumen. Летом я буду отдыхать в Испании. Ich werde mich im Sommer in Spanien erholen. Ich werde mich im Sommer in Spanien erholen. Обратите внимание на вот это возвратное местоимение, оно относится к глаголу. То есть данный глагол erholen употребляется с возвратным местоимением. Sich erholen. Ich werde mich im Sommer in Spanien erholen. Этот фильм определенно будет иметь успех. Dieser Film wird bestimmt Erfolg haben. Dieser Film wird bestimmt Erfolg haben. Dieser Film wird bestimmt Erfolg haben. Он будет дома в 7 часов. Er wird um 7 Uhr zu Hause sein. Er wird um 7 Uhr zu Hause sein. Er wird um 7 Uhr zu Hause sein. Летом мы будем отдыхать за границей. Im Sommer werden wir uns im Ausland erholen. Im Sommer
werden wir uns im Ausland erholen. Im Sommer werden wir uns im Ausland erholen. В воскресенье я наконец высплюсь. Am Sonntag werde ich mich endlich ausschlafen. Am Sonntag werde ich mich endlich ausschlafen. Am Sonntag werde ich mich endlich ausschlafen. Вы встретитесь в пиццерии? Здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты». Werdet ihr euch in der Pizzeria treffen? Werdet ihr euch in der Pizzeria treffen? Werdet ihr euch in der Pizzeria treffen? В следующий раз я оденусь тепло. Nächstes Mal werde ich mich warm anziehen. Nächstes Mal werde ich mich warm anziehen. Nächstes Mal werde ich mich warm anziehen. Будет ли он отдыхать после работы? Wird er sich nach der Arbeit ausruhen? Wird er sich nach der Arbeit ausruhen? Wird er sich nach der Arbeit ausruhen? На море она будет чувствовать себя лучше. Sie wird sich besser am Meer fühlen. Sie wird sich besser am Meer fühlen. Sie wird sich besser am Meer fühlen. В этой рубашке ты простудишься. In diesem Hemd wirst du dich erkältet. In diesem Hemd wirst du dich erkältet. In diesem Hemd wirst du dich erkältet. В этой ситуации они обратятся в полицию. In dieser Situation werden sie sich an die Polizei wenden. In dieser Situation werden sie sich an die Polizei wenden. In dieser Situation werden sie sich an die Polizei wenden. Вы вместе будете готовиться к этому диктанту. Ihr werdet euch zusammen auf dieses Diktat vorbereiten. Ihr werdet euch zusammen auf dieses Diktat vorbereiten.
Ihr werdet euch zusammen auf dieses Diktat vorbereiten. Он сам сядет за руль. Er wird sich selbst ans Steuer setzen. Er wird sich selbst ans Steuer setzen. Er wird sich selbst ans Steuer setzen. Как всегда, мы поторопимся или будем торопиться. Wie immer werden wir uns beeilen. Wie immer werden wir uns beeilen. Wie immer werden wir uns beeilen. Надеюсь, ты не заблудишься в Токио. Ich hoffe, du wirst dich in Tokio nicht verlaufen. Ich hoffe, du wirst dich in Tokio nicht verlaufen. Ich hoffe, du wirst dich in Tokio nicht verlaufen. Я сам представлюсь, то есть я буду сам представляться. Ich werde mich selbst vorstellen. Ich werde mich selbst vorstellen. Ich werde mich selbst vorstellen. Завтра я пойду за покупками. Ich werde morgen einkaufen. Ich werde morgen einkaufen. Ich werde morgen einkaufen. Мы будем регулярно тренироваться с понедельника. Ab Montag werden wir regelmäßig üben. Ab Montag werden wir regelmäßig üben. Ab Montag werden wir regelmäßig üben. Завтра будет светить солнце. Morgen wird die Sonne scheinen. Morgen wird die Sonne scheinen. Morgen wird die Sonne scheinen. Конечно, я буду тебе помогать. Natürlich werde ich dir helfen. Natürlich werde ich dir helfen. Natürlich werde ich dir helfen. Мой внук будет изучать биоинформатику после школы. Mein Enkel wird nach der Schule Bioinformatik studieren. Mein Enkel wird nach der Schule Bioinformatik studieren. Mein Enkel wird
nach der Schule Bioinformatik studieren. Мы с братом собираемся вместе оцифровать наши отпускные фотографии. Mein Bruder und ich werden zusammen unsere Urlaubsfotos digitalisieren. Mein Bruder und ich werden zusammen unsere Urlaubsfotos digitalisieren. Mein Bruder und ich werden zusammen unsere Urlaubsfotos digitalisieren. В апреле мы навестим нашего сына в Австралии. Im April werden wir in Australien unseren Sohn besuchen. Im April werden wir in Australien unseren Sohn besuchen. Im April werden wir in Australien unseren Sohn besuchen. Он совершит с нами поездку в Новую Зеландию. Er wird mit uns eine Reise nach Neuseeland machen. Er wird mit uns eine Reise nach Neuseeland machen. Er wird mit uns eine Reise nach Neuseeland machen. Летом у моей дочери будет второй ребенок. Meine Tochter wird im Sommer ihr zweites Kind bekommen. Meine Tochter wird im Sommer ihr zweites Kind bekommen. То есть здесь дословный перевод. Моя дочь будет летом своего второго ребенка получать. Meine Tochter wird im Sommer ihr zweites Kind bekommen. Потом я буду ей немного помогать в первые несколько месяцев. Dann werde ich ihr in den ersten Monaten ein bisschen helfen. Dann werde ich ihr in den ersten Monaten ein bisschen helfen. Dann werde ich ihr in den ersten Monaten ein bisschen helfen. После лета я буду искать новую работу. Nach dem Sommer werde ich mir einen neuen Job suchen. Nach dem Sommer werde ich mir einen neuen Job suchen. Nach dem Sommer werde ich mir einen neuen Job suchen.
Она будет переводить письмо на японский язык. Sie wird einen Brief ins Japanische übersetzen. Sie wird einen Brief ins Japanische übersetzen. Sie wird einen Brief ins Japanische übersetzen. Я не буду покупать эту ужасную обувь. Ich werde diese hässliche Schuhe nicht kaufen. Ich werde diese hässliche Schuhe nicht kaufen. Ich werde diese hässliche Schuhe nicht kaufen. Мы с мужем будем ночевать в 5-звездочном отеле. Mein Mann und ich werden in einem 5-Sterne-Hotel übernachten. Mein Mann und ich werden in einem 5-Sterne-Hotel übernachten. Mein Mann und ich werden in einem 5-Sterne-Hotel übernachten. На выходных мы будем ловить рыбу. Am Wochenende werden wir einen Fisch fangen. Am Wochenende werden wir einen Fisch fangen. Am Wochenende werden wir einen Fisch fangen. С 6 лет мой сын будет ходить в школу. Mit 6 Jahren wird mein Sohn in die Schule gehen. Mit 6 Jahren wird mein Sohn in die Schule gehen. Mit 6 Jahren wird mein Sohn in die Schule gehen. Он будет посещать гимназию. Wird das Gymnasium besuchen. Wird das Gymnasium besuchen. Wird das Gymnasium besuchen. Ты будешь учить немецкие слова? Willst du die deutschen Vokabeln lernen? Willst du die deutschen Vokabeln lernen? Willst du die deutschen Vokabeln lernen? Я буду помнить тебя. Ich werde an dich erinnern. Ich werde an dich erinnern. Ich werde an dich erinnern. Ты будешь краситься? Девушка не спрашивает. Willst du dich schminken?
Wirst du dich schminken? Wirst du dich schminken? Доктор будет всегда помогать больным людям. И доктор здесь у нас женского рода. Die Ärztin wird immer kranken Menschen helfen. Die Ärztin wird immer kranken Menschen helfen. Die Ärztin wird immer kranken Menschen helfen. Юрист будет консультировать людей по юридическим вопросам. Der Jurist wird Menschen in Rechtsfragen beraten. Der Jurist wird Menschen in Rechtsfragen beraten. Der Jurist wird Menschen in Rechtsfragen beraten. Стоматолог восстановит сломанные зубы. Der Zahnarzt wird kaputte Zähne reparieren. Der Zahnarzt wird kaputte Zähne reparieren. Der Zahnarzt wird kaputte Zähne reparieren. Учитель немецкого языка будет преподавать ученикам немецкий язык. Der Deutschlehrer wird Schüler im Fach Deutsch unterrichten. Der Deutschlehrer wird Schüler im Fach Deutsch unterrichten. То есть здесь у нас получается инфах по предмету немецкий язык. Учитель немецкого будет обучать или преподавать ученикам по предмету немецкий язык. Der Deutschlehrer wird Schüler im Fach Deutsch unterrichten. Я буду проживать в трехкомнатной квартире. Ich werde in einer Dreizimmerwohnung wohnen. Ich werde in einer Dreizimmerwohnung wohnen. Ich werde in einer Dreizimmerwohnung wohnen. Солнце будет светить весь день. Die Sonne wird den ganzen Tag scheinen. Die Sonne wird den ganzen Tag scheinen. Die Sonne wird den ganzen Tag scheinen. В отпуске Андреас будет фотографировать все достопримечательности своим новым фотоаппаратом. Im Urlaub wird Andreas alle Sehenswürdigkeiten mit seinem neuen Fotoapparat fotografieren. Im Urlaub wird Andreas alle Sehenswürdigkeiten mit seinem neuen Fotoapparat fotografieren.
Im Urlaub wird Andreas alle Sehenswürdigkeiten mit seinem neuen Fotoapparat fotografieren. Сирена будет изучать медицину в Бремени. Serena wird in Bremen Medizin studieren. Serena wird in Bremen Medizin studieren. Serena wird in Bremen Medizin studieren. Поможешь мне, пожалуйста, почистить картошку? Willst du mir bitte beim Kartoffelschälen helfen? Willst du mir bitte beim Kartoffelschälen helfen? Willst du mir bitte beim Kartoffelschälen helfen? Ты будешь объяснять мне эту задачу? Willst du mir diese Aufgabe erklären? Willst du mir diese Aufgabe erklären? Willst du mir diese Aufgabe erklären? Когда ты это сделаешь? Wann wirst du das machen? Wann wirst du das machen?